Оказание первой медицинской помощи – очень важный и ценный навык. От правильно выполненных действий в прямом смысле зависит человеческая жизнь и дальнейшая реабилитация. Об этом с вами мы слышали очень много раз, но как же правильно оказывать первую медицинскую помощь? Сегодня мы будем учиться на практике и на специальных тренажерах. Испытано на себе. Сегодня нас будет обучать правилам оказания первой помощи медицинские работники, врач Евгений Юрьевич, врач скорой помощи, и Иван Иванович, тоже врач скорой помощи. Ну что ж, давайте расскажем, где мы сейчас находимся. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы находимся в аккредитационно-симуляционном центре факультета последипломного обучения врачей. Немножко истории. В 2012 году в нашей республике был открыт симуляционный центр на базе медицинского института СФФУ. Далее прошла реорганизация. Уже в 2018 году уже он называется аккредитационно-симуляционный центр факультета последипломного обучения врачей, где мы сейчас и находимся. Здесь проходит обучение специалисты, которые закончили мединститут и которые повышают свою специализацию. Вот самый первый вопрос, не могу не спросить, как человеку собраться в тот момент, когда, ну, не дай бог, что-то случилось, да, с рядом стоящими людьми, не дай бог, с близкими. И вот ты в панике, люди просто теряются. Как собраться в этот момент, и какие действия должны быть? Неважно, что случилось, вот какой-то из, да, происшествий. Необходимо собраться, не поддаваться панике. Паника – наш злейший враг. Оценить ситуацию, личную безопасность. Не забыть обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. И после этого начинаем оказывать помощь пациенту, пострадавшему. Нужно вспомнить то, что вот эти ситуации, которые вы увидели где-то в интернете, где-то, допустим, в социальных сетях, что-то, может, где-то показывали, как оказывать помощь. Все вспоминаем и попытаемся вот это все провести. Собственно, важно понимать, что паника – это плохо, что если ты вовремя не соберешься, то ты можешь не только помощь не оказать, но и сделать хуже. Потому что в панике человек, ну, сами, да, мы все понимаем прекрасно и по себе знаем, что теряемся, делаем все совершенно неверно. А первая доврачебная помощь, она очень-очень важна. Ну что ж, с чего мы начнем обучаться? Так, ну, самая распространенная ситуация, которая может произойти с пациентом, часто у нас сейчас открылись много мест общественного питания, всякие различные столовые, там, что там, да, общепиты, кафе, рестораны. И человек, допустим, кушал, разговаривал, громко засмеялся, вдруг подавился. Бывает такая ситуация. Если мы видим, что человек закашлялся, внезапно начал синеть, мы должны уже оказать такому пациенту помощь. Если это взрослый пациент, то можно выполнить метод Гемлиха. Вот, подходим к пациенту сзади, вот, моделируем ситуацию, что пациент у нас среднего роста, накладываем ладонь, кулак под мечевидный отросток, вторую свободную ладонь накладываем сверху. Мечевидный отросток, он где? Он находится выше пупка, и вот, где у нас сходятся ребра под грудиной. Увидели вот это место? У себя найдете, и вот сюда накладываем кулак, вторую ладонь сверху. И проводим такие движения, манипуляции, тянущие к себе, и пытаемся создать давление грудной клетки. Это давление должно попытаться извлечь инородное тело из дыхательных путей верхних. Вот такой резкий толчок к себе, и пациенту мы можем спасти жизнь. А какое положение нужно сохранять? То есть не наклонять? Можно да? наклонить пациента, если он все еще в сознании. Вот. Можно стоя, если он стоит прямо. Как Давайте удобно. я попробую. Давайте. Насколько сильно нужно давить? Максимально, сколько это у вас возможно. Сколько возможно. Да. Так, собственно, Кулак вот. сжимаем, кулак. Я сжимаю кулак. Так, ищем мечевидный отросток. Кладу где мы его. нашли? Вот Я... он, вот мечевидный отросток. Вот? Видите, вот он. Вижу. Вот. Чувствую. Сжали кулак. Так. И Сверху пробуем. накладываю Да. еще один и начинаю давить. резкий толчок к себе.
Важно резко, да? Резко, очень сильно резко. Видите, уже очень сложно, но практически получилось. Пациент еще, тем более, сам кашляет. Его вот как бы Попробуйте так, как будто бы наклонить. удобнее. Тяжело. Вот, если совсем все плохо, пациент уже у нас лег. Вот, лег пациент. Голову нужно повернуть на бок. Вот здесь у нас не получится повернуть. И делаем такие же движения, только из положения лежа. Все, видите, выполнилось. Метод Геймлиха, освободили верхние дыхательные пути. А вы сказали, если совсем плохо, Да, если пациент утратил сознание, уже не может стоять, то можно выполнить таким образом. давайте я попробую. То же самое, ищем мечевидный отросток. Нашла. Да. Кулак. Нет, не кулак уже. Уже ладонь. Да, ладонь. То есть в лежачем положении Да. используем только ладонь. Ладонь. И вторую Вторую сверху. накладываю. Все, видите, все получилось. А вот так у меня лучше Ну, получилось, потому да? что там нужно еще удерживать манекен, поэтому на это у вас тоже сила уходит. Но, возможно. Да, поэтому тяжело, конечно, на манекене выполнить. То есть это первая помощь когда человек подавился, Подавился, да, при непроходимости дыхательных путей. Это мы восстанавливаем проходимость дыхательных путей. да? Но сразу же, естественно, вызываем скорую помощь. Естественно. Да? Да, обязательно уже Про скорую помощь никогда не забываем. Это очень важно. Так, а когда с детьми такое вдруг случается? Так, алгоритм тоже такой. Выполнить Иван Иванович. Вот, я просто проговорю. Ребенка также удерживаем к себе ближе, к спине, к себе. Также уже вот накладываем ладони и моделируем эту ситуацию. Если не получилось, вот в данном случае это получилось, выполняем до тех пор, пока не получается. Если совсем уже как бы неэффективно, то можно ребенка перевернуть. Вниз головой и уже похлопывать по лопаткам. Если не получаю, вот видите, все получилось. То есть в перевернутом виде мы просто хлопаем По ладони. Ой, по спине между лопатками. Да, то есть здесь мы уже ничего не трогаем, да? Нет. Если, Давайте я допустим, попробую. попробуйте, да. Так, сначала. Ну, у деток сложнее найти. Нет, Нет? ничего сложного. Вот, Резко. да. Самое главное резко Резко. выполнять. Так, еще разок. Силой. Силой. Если не получается, Не получается. да, переворачиваем ребенка. Я переворачиваю, то есть Да, животиком к себе. животиком к себе, спинкой наружу. И начинаем. Просто похлопываем. До тех пор, пока Не инородное получилось? тело не выйдет. Все получилось эффективно. Получилось, да? Инородное тело вышло. Восстановили проходимость дыхательных путей. Да, положение лежа тоже можно выполнить. То же самое. Если ребенок достаточно крупненький, там 14-15 лет, то можно выполнить то же самое. Видите? Вот, ну, надо голову на бок повернуть, вот, допустим, так, тогда проще будет. В лежачем положении обязательно поворачиваем голову Да, на бок. И на бок. взрослому, и ребенку. И ребенку. Все равно в голове у меня остался вопрос, такое некое непонимание, насколько нужно сильно нажимать, и вот где-то грань, что тут слабо, а тут уже сильно. Нет, такого как бы вы не применяя эти методы, вы не причините вреда пациенту. Этого будет достаточно в любом случае без нанесения вреда. То есть главное резко и с физической силой. Да. Испытано на себе. Ну что ж, как справиться с ситуацией, если вдруг человек подавился, мы уже выяснили. Далее у нас... Следующая у нас как бы ситуация, когда пациент у нас находится в критическом состоянии, мы у него можем наблюдать утрату сознания. Вот. Мы должны убедиться, жив пациент или нет. Для этого мы подходим. Естественно, мы должны убедиться в личной безопасности обязательно, потому что личная безопасность — это прежде всего, если с вами что-то случится, пациенту от этого лучше не будет. Уже будет 2 пострадавших. Если мы убедились, все безопасно, подходим к пациенту, громко его окликаем, что с вами случилось, предполагаем, что это мужчина средних лет, 35-40, и громко крикнем: «Мужчина, что случилось? Вам нужна помощь?» Если ответа нет, вдруг он спит, вдруг он пьяный, вдруг у него какое-то заболевание, мы должны убедиться, пациент вообще жив или нет. Для этого
проверяем пульсацию. Если пульса нет, начинаем дальше идти по ситуации. Вижу, слышу, ощущаю. Он нас не слышит, он нас не видит. И уже дальше слушаем. Дыхание у пациента есть или нет. Слушаем, считаем до 10 вслух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается, сознания у пациента нет, пульса нет, дыхания нет. Пациент находится в состоянии клинической смерти. Сразу же необходимо позвать кого-то на помощь, потому что кто-то может прийти помочь. Вот. Сразу же незамедлительно вызываем скорую медицинскую помощь. Для этого нужно представиться, назвать точный адрес, назвать количество пострадавших и передать тот объем помощи, который вы хотите оказать пациенту. Допустим, проводите базовую сердечно-легочную реанимацию. Каким образом проводится базовая сердечно-легочная реанимация? Для этого мы освободим грудную клетку пациента. Если это мужчина нормального телосложения, ориентируемся на сосковую линию. Вот. Это точка приложения, где мы будем проводить массаж. Вот. Основание ладони укладываем на грудину. Вот. Здесь опять же ориентируемся на мечевидный отросток. Вот. Отступаем от края мечевидного отростка примерно 1,5-2 см. Встаем удобно к пациенту. Вторую ладонь свободно укладываем сверху и начинаем проводить компрессии на грудную клетку. Вот. Таким образом. Скорость компрессии, частота 100 компрессий в минуту, глубина компрессии 4-6 см у взрослого пациента. Также необходимо проводить искусственную вентиляцию легких. Для этого, как будем проводить? Есть соответствующее соотношение компрессии на грудную клетку и искусственной вентиляции легких. У взрослых пациентов это 30 компрессий и 2 вдоха. Удобнее считать десятками, допустим. Считаем вслух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Прекратили компрессии и начинаем проводить искусственную вентиляцию легких. Для этого открываем, запрокидываем голову пациента, открываем рот, зажимаем носовые ходы и проводим 2 вдоха. Сразу же незамедлительно продолжаем компрессии на грудную клетку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Опять 2 вдоха. И сразу же продолжаем компрессии. Для оценки эффективности проведенных превенционных мероприятий мы, конечно, должны проверить наличие пульсации. Проверяем пульс. Но тут есть нюанс. Когда мы будем проводить оценку эффективности реанимационных проведенных мероприятий? 30 компрессий, 2 вдоха. Это у нас 1 цикл. Таких циклов нужно провести 5. И только после этого проводим оценку. Это понятно, да? Да. Вот. И ждем, конечно, прибытия бригады скорой медицинской помощи. Важно еще отметить начало, забыл сразу сказать, начало подтверждения клинической смерти, установления момента, время. Фиксируем время. Значит, я проверяю наличие пульса. Самый вот вопрос, как правильно оценить наличие пульса, где именно его нужно проверять? Пульс мы ищем на сонной артерии. Вот. Проще найти его вот здесь. Вот. Ищем пульсацию. Это крупный сосуд. Если имеется сердцебиение, пульсация там определяется достаточно четко. Если мы не видим, не отмечаем пульсации, мы можем просто не найти пульсацию, ничего страшного. Вот. Если дальше уже определяется на наличие или отсутствие дыхания. Вот. Дыхание определить гораздо проще. Сейчас проговорю этот момент. Запрокинули голову, положили руку. Это что? Для чего мы делаем? Мы слушаем дыхание ухом
глазами видим, поднимается ли грудная клетка или нет. Если мы не видим, не слышим дыхание, то с большой вероятностью, что этот пациент уже находится в состоянии клинической смерти. Даже если мы не можем определить наличие пульса, бывает достаточно сложно. Но если дыхания нет, это уже критерий для проведения базовой сердечно-легочной реанимации. Это понятно, да? Да. Вот. Поэтому таким вот образом То есть самый ориентируйтесь. главный момент – отсутствие дыхания и сознание. отсутствие Пульса. сознания, то тогда мы начинаем проводить… Сразу же. Сразу Это- же. Да. А если что-то все-таки присутствует? Так, если присутствует пульс, то это очень хорошо. Но если дыхание отсутствует, то в любом каком-то случае уже наступит такая ситуация, когда исчезнет пульс и наступит уже действительно клиническая смерть. Потому что без дыхания пациент жить не может. То есть если отсутствует какой-то один фактор, то все равно начинаем сразу Да. же незамедлительно сердечно-легочную Реанимацию, Ну и, конечно же, вызываем скорую помощь. Обязательно. Да? Ага, так, приступим. Значит, нужно оголить обязательно, да? Обязательно. Чтобы ориентироваться. Ориентироваться. Да. То есть мы оголяем торс, ориентируемся по соскам. По сосковой линии. Да, Так. и находим Опять грудину и мечевидный отросток. Вот у Мечевидный нас отросток. грудина, анатомию вспоминаем, 9 класс. И ищем мечевидный отросток. Можно ладошку вашу. Вот. Основание ладони укладываем на грудину, отступая вот примерно 1,5-2 сантиметра от края мечевидного отростка. Вторую удобную ладонь укладываем сверху. Можно поменять ладони местами, если неудобно. Так, да? Так удобнее, да. И начинаем проводить компрессию. Встаем ближе к пациенту. Здесь стараемся соблюдать перпендикуляр. Удобнее, чтобы было. Перпендикуляр по отношению к грудине. Руки в локтевых суставах не сгибаются. И начинаем проводить компрессии. У меня руки синеют. Видимо, от волнения за Да. пациента, да? Так, ну что ж. И считаем десятками Раз, вслух. два. Руки не сгибаем. Не Это сгибаем. важно. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Сразу же проводим искусственную вентиляцию. Запрокидываем и- Закрываем носовые ходы и делаем. Просто имитируйте там. Ага. И продолжаем. Да, сразу же продолжаем. Еще забыл проговорить один важный момент. Перед тем, как проводить искусственную вентиляцию легких, обязательно мы должны убедиться, что нет ли инородных тел в ротовой полости у пациента. Могут быть там зубные протезы, если пожилой пациент. Может быть там какие-то остатки пищи. Это мы тоже должны все извлечь, удалить. Даже могут быть рвотные массы. Тоже придется это удалить, иначе все наши реанимационные мероприятия будут неэффективны. А если протезы, допустим, челюсть, да? Вот, Да, это вставная, просто, да, это все просто убирается и все. Если это съемные протезы. А Если чем может это помешать? они просто могут попасть в дыхательные пути, и проведение искусственной Поняла. вентиляции будет невозможно. Так, ну, в целом, я верно выполняю? Да, в целом верно. Глубина компрессии 4-6 сантиметров. Частота должна быть примерно 100 компрессий в минуту. Вот. Единственное, не сгибайте руки в локтевых суставах. Вот таким образом нужно проводить компрессии. Можно не считать, можно просто проводить компрессии, но лучше считать 30 компрессий и 2 вдоха. Если по каким-то причинам вы не хотите проводить искусственную вентиляцию легких, ну, по гигиенически, может быть, там рвотная масса убрали, но это же неприятно. Просто можете проводить компрессии на грудную клетку, и этого будет достаточно до прибытия скорой медицинской помощи. Там уже будет бригада работать, и обязательно восстанавливать проходимость дыхательных путей, не прибегая к методу рот в рот. Это, в конце концов, не гигиенично. То есть непрерывно. Да, непрерывно проводите компрессии, этого для пациента уже вполне будет достаточно, потому что вот эти самые компрессии, они тоже как бы моделируют, ну как… Кровообращение, да? нет, при проведении компрессии как бы немножко
воздух все равно попадает какой-то объем в легкие, газообмен будет проходить. Вот Иван Иванович сейчас проведет непрямой массаж сердца. И здесь будет показано, насколько эффективно проводится массаж сердца. Так, запустили. Так, видите? Частота компрессии 100, 109, глубина 60-63 и видите, какая ровная амплитуда. То есть пульсовая волна, перфузия создана компрессиями на грудную клетку, достаточная для эффективной реанимации. Достаточно. Ну что ж, теперь я сама на практике, вот на этом манекене, буду проводить сердечно-легочную реанимацию. И насколько верно я выполняю действия, будет оценивать Евгений Юрьевич с помощью современных технологий, с помощью специальной программы, которая будет показывать и фиксировать все мои действия. Так, раскрыла торс, определила Место приложения. Нашла мечевидный отросток, отступила 2,5 сантиметра вверх, положила ладонь на это место, сверху закрепила второй рукой и, выпрямив локти, как бы передав вес на руки, я начинаю проводить компрессии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зажимаю нос, опрокидываю голову назад и делаю 2 глубоких выдоха. Далее незамедлительно продолжаю компрессии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как у меня получается? Хорошо. Хорошо получается, да? Дорогие телезрители, хочу сказать, ну вот насколько я усвоила, да, именно компрессии должны быть не слишком частые, но качественные, да? Ритм должен как бы выдерживаться на протяжении всей компрессии один. То есть не скачкообразные, это очень важно, правильно? И прожимать нужно тоже очень хорошо и удерживать примерно, да, вот эту силовую. Да, этот ритм, темп и глубину. Да, это важно. Просто как бы на волнении, может быть, да, как-то за счет волнения и адреналина Можно сбиваться, либо очень быстро, да? Да, ускоряться. И в связи с чем может быть неэффективное проведение массажа. И должна сказать, что манекен очень реалистичный, а делать компрессии действительно очень сложно, как будто бы ты работаешь с живым пациентом, человеком, и поэтому руки устают, и ты действительно ощущаешь, что насколько это сложно. То есть это не так, да, что вот когда рассказывают, ты для себя там делаешь какие-то выводы, визуализируешь, на самом деле это все... Выполнить технически это очень достаточно трудно, сложно. Да, это достаточно трудно. Ну, нужно знать хотя бы, что делать, да, чтобы уже интуитивно в моменте быть готовым оказать помощь близким или просто людям, которые оказались с вами в помощи. без сознания и прочее. Ну что ж, что показал наш компьютер? Компьютер показал достаточно хорошие компрессии, глубина, частота соответствует необходимым нормам для эффективного массажа сердца. Так, и важно отметить, что мы выполняем компрессии непрерывно до того момента, пока не приедет бригада скорой медицинской помощи. То есть это вот первая доврачебная помощь, которую важно оказывать. Да? Крайне важно пациенту, находящемуся в состоянии клинической смерти, до прибытия бригады скорой помощи проводить базовую сердечно-легочную реанимацию. Если, допустим, не проводить, просто рядом стоять, пациент будет лежать, ждать скорой помощи, то прогноз для этого пациента будет неблагоприятный, скорее всего. Поэтому это очень важный критерий для оказания
медицинской помощи. Так, а что здесь у нас еще лежит? Так, здесь находится дефибриллятор. Он учебный, но он очень похож на те дефибрилляторы, которые применяются в общественных местах. Это вокзалы, это рестораны, это может быть борт самолета, судно, поезд. В общем, все места скопления людей, да. Что такое дефибриллятор? Устройство автоматический наружный дефибриллятор. Он необходим для проведения дефибрилляции. Что такое дефибрилляция? Это у нас ситуация, когда произошла остановка сердца. Этот дефибриллятор нужно подключить к пациенту, и он уже определит вид остановки сердца и необходимо ли провести разряд пациенту или нет. Он автоматически определяет вид остановки сердца, и если необходимо, он нанесет разряд вот, пациенту. Производим его включение. Аппарат работает. Проходит тестирование. Оголите грудь пациента в точности, как У нас показано уже на картинке. пациент оголен. Плотно прижмите электроды голой груди пациента. Вот прижали электроды. На каждом электроде имеется надпись. S это стернум, грудина, а апекс, верхушка сердца. Анализ сердечного ритма. Не прикасайтесь к пациенту. Вот, теперь мы должны убедиться, что пациент никого не касается. Зарядка. Вот, Электроды идет зарядка пациента. дефибриллятора. Он определил, что у пациента вид остановки сердца, который требует провести Нажмите разряд. красную мигающую кнопку. Разряд. Нажимаем на кнопочку. Разряд. Можно прикасаться к пациенту. Вот, теперь можно прикасаться к пациенту и проводить. Если необходимо, начните сердечно-легочную реанимацию. А как понять, что необходимо? Слушаем метроном. Дать 2 вдоха. Итак, проводим массаж до прибытия бригады скорой медицинской помощи. То есть по факту это та же самая сердечно-легочная Дать реанимация, 2 вдоха. Да. но с дополнительным чем? Так, все вот эти дефибрилляторы, они оборудованы голосовым помощником, ориентируясь на который можно выполнять определенные действия. То он будет говорить, можно проводить массаж, дайте 2 вдоха, то есть выполняем функции, инструкции, и следуем инструкциям и ожидаем бригаду скорой помощи. Но тем не менее, Эти вот дефибрилляторы, эти штучки, да, это электроды, это учебные, поэтому они вот накладываются таким образом. В настоящем дефибрилляторе они одноразовые, клейкие, липкие. Оголили грудь пациента, наклеили и работаем. Ждем бригаду скорой помощи. Показатели, да? Что, где надо клеить. Там прям дорисовано будет. Да, на каждом электроде нарисовано, куда определенный электрод наклеить. Вы не ошибетесь, ошибки здесь не будет. Хорошо, поняла. То есть такое приспособление, оно должно быть в каждом общественном месте. Да. И при необходимости нужно просто обратиться к кому-то. Да, к специалисту, который обучен. Все работники общепитов, ресторанов, мест скопления, большого скопления людей, вокзалы, они должны пройти обучение в сертификационном центре аккредитационном для уже для продолжения работы. Испытано на себе. Могут возникнуть ситуации, когда пациентам требуется помощь, такая, допустим, как остановка наружного кровообращения. Как определить артериальное кровообращение от венозного? Артериальное кровообращение – очень мощная струя, кровь алого цвета. Такое кровообращение необходимо останавливать незамедлительно, потому что фатальные последствия могут для пациента наступить очень быстро. Если у нас кровотечение венозное, капиллярная, допустим, то там кровь может быть уже более темного цвета, не
просто истекает из раны. Вот такое кровообращение, конечно, тоже нужно останавливать, но можно останавливать наложением давящей повязки. Если у нас это все-таки артериальное кровотечение, то тут уже необходимо экстренно действовать и накладывать жгуты. Допустим, накладываем жгут. Повреждение у нас будет, да, предплечье, ниже суставов, да, всегда жгут должны накладывать Выше. сверху ранение, да. То есть это артериальное давление, когда вот Артериальное именно- кровотечение. точнее, кровотечение, когда именно вот струей. Да. Да? Нам важно обесточить, скажем, Да. поступление крови и перетянуть. То есть это жгут. Это турникет. да? Турникет. При экстремальных ситуациях, когда идете в лес один, да, одному легко наложить турникет, да. Самому себе. Поэтому его обычно берут вот экстремалы, туристы, да. Можете вот зафиксировали и уже крутите, Затягиваем. Затягиваем. да. И уже зафиксировали, да. Да. Чтобы И не уже. выскочило. И пишем обязательно время, Обязательно пишем время, да. поскольку наложили жгут. Мгм. И проверяем пульсацию ниже, да. Пульсации нет, это уже эффективность хорошего наложения жгута, да. И, соответственно, остановка кровотечения, да, кровотечения. Подскажите, а если нет пульсации в конечности, да? Хорошо, мы добились того, что кровь не... А как же рука? Так, я проговорю этот момент. В теплое время года у нас можно накладывать жгут на 1 час. Обязательно, поэтому для этого мы фиксируем время. Если транспортировка длительная, жгут можно немножко ослабить. Ослабляем мы медленно, крайне медленно, потому что сформировавшийся тромб может сорваться, если мы освободим резко. Вот. Освобождаем жгут, чтобы восстановить кровоток, чтобы не наступило фатальных последствий для конечностей. Вот и все. Если это холодное время года, то у нас время наложения жгута сокращается до 30 минут. Всё. То есть важно после Наложение наложения жгута жгута. обязательно фиксировать именно время, момент нанесения Ну и, конечно же, сразу же обращаться за медицинской помощью. Вот этот жгут Эсмарха, он обязательно присутствует в любой автомобильной аптечке. Вот это как бы Самый распространенный. самый распространенный жгут. Тут важно, что первая обмотка должна быть очень Первый натянутая, виток, да. хорошая. Затянули, потом уже последующие можно немножко ослаблять. расслаблять. Тут еще важно лучше подложить что-то, да, над жгутом или сверху одежды, Поверх одежды. поверх одежды надо. Почему? Потому что оно прям впивается в кожу, да? Да, может, Дополнительные болезненные, повреждение, да, да, может какие-то? быть. Проверяем правильность наложения жгута наличием пульса. Наличие Отсутствием. Да, должен Отсутствием отсутствовать пульсации, пульс. да. Именно только Пульсации тогда. не Правильно. должно быть, да? И, соответственно, тоже остановка Наружного кровотечения кровотечения. То наружного. есть, если мы ощущаем пульс, значит, снимаем жгут и накладываем заново. заново. И обязательно, естественно, мы указываем время. Да, и время обязательно тоже нужно указать. Это в случае кровеносного, точнее артериального Да. кровотечения. А в Если у случае- нас венозное кровотечение, то на рану нужно наложить давящую повязку. Жгут. Убираем. давящую, Да, именно конкретно на давящую, рану. на рану. На саму рану, да, если оно небольшое, да, можете положить прям бинт или можете сделать салфетку. Наложили. Что у нас? Давящая повязка, да? Надо хорошенько придавить, да? Сам бинт и накручивать его на Первый рану. накрутили, потом надо Перевернуть. перевернуть, да? По ходу так, движения. перекресты делать. Тогда это усиливает натяжение, да? Потом уже чуть сюда. И вот так делаем натяжение. Хорошо? Мгм.
Это у нас будет дальше повязка. Кровотечение у вас остановится. Всё. Хорошо давит сюда. Да. Все. Можете уже фиксировать, да? И все. Кровотечение у вас остановится. Время тут фиксировать не обязательно. Потому что коллатеральные, да, Кровообращение сохранено. сохранено. Это в случае вот именно кровотечения. А если у нас, допустим, перелом? Так, здесь Плюс уже другая кровотечение. ситуация. Так, на рану мы все равно накладываем повязку. Сначала. Да, в изначально. любом случае на рану накладывается повязка. А дальше уже конечность с травмой необходимо провести иммобилизацию этой конечности. Если вы находитесь, ну вообще в любом случае, если бригада ожидается длительное прибытие бригады скорой медицинской помощи, вы где-то находитесь в отдаленном месте, в лесу, где-то на природе, на пляже или где-то очень далеко, то можно использовать любые подручные средства. Есть картонная коробка, оторвали кусочек, делаем, формируем ну, как бы кусок такой формы, который моделирует конечность. Либо можем использовать любые подходящие предметы, палка, ветка, жесткость, придать жесткость конечности. Вот, наложили на поврежденную поверхность конечность шину, вот это у нас моделируется как бы шина, то есть, чтобы придать обездвиженность, конечно, чтобы пациент не страдал. Все, накладываем шину. И в последующем можете, если у вас машина, взять бинт, да, с машины или одежда какая-нибудь, платок, или можете сделать подобие бинта и обязательно зафиксировать. Фиксировать шину. То есть неважно, открытый перелом, закрытый перелом. Наложили Шину нужно рану, обязательно. шину, иммобилизацию конечности проводить нужно обязательно. То есть изначально все равно диагностика, мы смотрим наличие кровотечения. Да. Если имеется, то предотвращаем вот, да, двумя методами, точнее одним из. И одним из Да, перечисленных подходящим методов по ситуации. И далее, если имеется перелом, важно обездвижить нашу конечность с использованием шины, бинта или любого там подходящего предмета. материала или Картон, предмет, там что-то еще. И вот Всё. так зафиксировали, да? Уже рука не может Двигаться. вместе То есть с переломе двигаться, да? Ну вот часто, когда что-то болит, я вот на себе знаю, да, порезалась или что-то, рука особенно начинает болеть, когда опускаешь ее вниз, она начинает пульсировать. А если вот рука забинтована с шиной, ее нужно в каком положении держать? ну так, нужно ее фиксировать, придать положение, вот, именно вот, приложить к туловищу, приподнято, да? Ага. и сделать подобие косынки. Передавить к Туловищу. да? Ага, чтобы она не шаталась. То есть зафиксировать. Зафиксировали. И можете вот так же зафиксировать. Конечность. Ну все, достаточно. Все, то есть рука у меня свободно уже висит, обездвижена. Мы ничем не обрабатываем рану. Ну, если есть Или- возможность, если у вас есть перекись водорода, можете обработать рану, края раны обработать перекись водорода. Только по краям Да, обрабатываем по краям, да. рану перекисью водорода. Испытано на себе. Евгений Юрьевич, хотела бы у вас еще узнать про переохлаждение, так как живем мы на севере, в суровом климате. И часто такое у нас встречается, что даже вот с мороза с улицы пришел, и руки очень сильно замерзли, пальцы переохладились. Что в ситуации в такой делать? Правильно. Так, ну, в такой ситуации необходимо, если мы наблюдаем, что пальцы уже у нас белые, побелели, они потеряли чувствительность, необходимо такого пациента завести в теплое помещение и согревать медленно. Ни в коем случае не ложим руки на батареи какому-то теплому источнику тепла, слишком сильному. Такой пациент нуждается в согревании сухим теплом, медленно. Все, ни в коем случае мы не растираем отмороженные конечности, уши, щеки, особенно пальцы. Мы таким образом повреждаем капилляры. Необходимо, конечно, обязательно, конечно, вызвать скорую помощь
потому что такой пациент нуждается уже в консультации специалиста отделения термической травмы, холодовой травмы. Вот. Всё. То есть, когда пальцы побелели, Да. это еще как бы все хорошо. А если уже темные? Если Такое темный, бывает? в любом случае уже вызываете бригаду скорой помощи, и такой пациент уже доставляется в профильное отделение, Экстренно, да? в экстренно уже, и там решается вопрос о каком-то лечении. Там, к сожалению, может быть и ампутация, либо уже вопрос решаться уже в экстренном порядке. Мгм. Ну, про переохлаждение, в принципе, более-менее понятно, да, что сухое тепло, самое главное, да, ни в коем случае не растираем, не греем, главное сухое тепло. А что касается ожогов? Да, такое часто бывает, особенно это касаемо больше детей. Ребенок маленький, опрокинул на себя со стола кружку с горячим чаем, с горячим супом. Необходимо сразу же снять мокрую горячую одежду, вот нагретую этим раствором, водой, жидкостью. Сразу же ребенка под струю холодной воды и охлаждаем обожженную поверхность. Ни в коем случае не нужно применять каких-то мазей, жиров, масел. Тем самым вы наносите, углубляете степень ожога. Может быть, из первой степени вплоть до третьей степени перейти. Поэтому только охлаждение и вызов скорой помощи. Далее уже ребенок по необходимости будет доставлен в профильное отделение. Мгм. Ну, в аптечке почти у каждой мамы существуют еще такие спреи, да, которые, аптечные, именно лекарства, да, депантенол, кажется, называется. Нет, или сперва что-то. нужно охладить. В первую Да, очередь в первую мы нужно охлаждаем. охладить. Да, если надо, потом уже, если там ожог незначительно останется, то уже как вот этот спрей можно использовать как наружное обезболивающее средство. Мгм. Уже после. Да, после того, как мы охладим обожженную поверхность. Мгм. То есть Только самое так. главное, не теряемся, да, сразу же снимаем одежду и моментально просто под струю холодной воды. Да. Это, кстати, еще и уменьшает ощущение боли. Болевой, Да. да, болевые ощущения и сразу, Снимает. да, и можно вообще предотвратить развитие ожога. То есть у вас в практике, скорее всего, такое было, Да, да? что- такое было. Мама не доглядела, ребенок опрокинул на себя тарелку с супом. Тут же моментально она в раковину на кухне ребенка усадила, под струей холодной воды, сняла одежду, мы приехали, у ребенка никаких следов ожога не было. Вот так, да? Вовремя оказанная правильно грамотная помощь может без последствий обойтись какое-то происшествие такое, как ожог. Это очень хорошо и важно это знать на самом деле и применять в практике, если, не дай бог, такое потребовалось. Ну что ж, Евгений Юрьевич, хочу сказать вам огромное спасибо. И, Иван Иванович, вам тоже давайте к нам в кадр, наших героев, скажем так, в лицо. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня научили меня, все показали, любезно объяснили и разъяснили не только мне, но и нашим телезрителям. Это на самом деле очень базовая, важная информация, которую каждый человек должен всегда держать у себя где-то в голове на подкорке, чтобы, не дай бог, в каких-то случаях, да, знать и оперативно действовать. Спасибо еще раз вам большое. Желаю вам поменьше пациентов, чтобы все были здоровы. Ну и на этой позитивной ноте мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Это была программа «Испытано на себе». До новых познавательных встреч.